Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green, и к нам сегодня в гости пришла журналист, гострайтер Евгения Троскина. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти на нашу передачу. И у нас кулинарный концепт, кулинарное ток-шоу. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Что будем готовить? Так, готовить мы сегодня будем долму с виноградными листьями и Так. фаршированные помидоры. Тоже с таким грузинским немножко акцентом фаршированные. А почему вы остановили выбор именно на этом блюде? Ну, как бы, скажем так, оригинально. Ну, вообще, я, так сказать, полжизни... В общем, я родилась здесь, но так получилось, что я очень часто ездила на юг. А там, в этом маленький городок в Краснодарском крае, Крымск. И он такой очень интернациональный. Там жили греки, азербайджанцы, крымские татары, армяне, в общем, много. И там это очень все, такая кухня развита. И так получилось, что я общалась больше как раз с кавказскими представителями кавказских народов. И, в общем, как-то я вот с детства эту кухню грузинскую, среднеазиатскую, я ее очень прям люблю. Гостеприимство у них на высшем уровне в этом плане. Но мы с ними можем поконкурировать, пока с якуты, да. Но вот Согласна. то, что вкусно, да, практически все. Хорошо, что делаем, да, как начинаем вообще? И как долго вообще готовится это все? Так, ну, у меня, в принципе, фарш так частично готов. Так, какой фарш? Я взяла говяжий. Ага. Просто, ну, каждый на любителя, можно из баранины. Вообще, кавказцы очень любят баранину, но я взяла говядину. Ну, я так понял, это же вот долма, это завернутые виноградные листья мяса. История блюда, она имеет какой-то, кто придумал? Она вообще? очень древние корни. Да, да. Вообще претендуют на авторство и азербайджанцы, и армяне, и турки. Меня учила готовить долму ассирийка. Даже так. Это... А вообще корни, вот мясо заворачивали в виноградные листья еще древние греки. У них это называлось долматос. По-древнегречески, да. Поэтому, ну, я думаю, что вот это Передняя Азия, наверное, Кавказ, это все вот. Где-то вот здесь. Ну, собственно, как и плов. Кто-то говорит, что это таджики, кто-то говорит узбеки. Ну да. Да-да-да. То есть ладно, там каждый бьется мое-мое, ну, да. каждый готовит по-своему. Но от этого менее вкусным не становится. Да. Самое главное. Да. Как бы то, что вот интернациональное блюдо, где-то там кто-то что-то добавил, и вот оно реально очень вкусное получается. Ну, хорошо. Давайте начинать. Давайте начнем тогда с долмы. Ага. Так, в фарш сейчас я добавлю немножко кинзы. Зелени подрежьте. Да? Да, мелко порежу, смешаю. Фарш он у меня уже посолен. То есть соль, перец, лук, морковь. Морковь сказали же, да? И рис еще сказали. Рис, да, вареный. Вот вы сюда можете. Самый первый вопрос. Мы его всегда задаем. Шутку мы эту рубрику называем «Как я дошла до жизни» такой. Евгения, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Как там, расскажите свою биографию Да, в двух словах. Бывало всякое, да? Бывало всякое. Так, ну, с чего начать? Родилась я в Якутске. У нас семья коренных, можно сказать, якутян. Потому что вообще истоки у нас из Перми. Но когда-то при царе еще сослали моих предков в Якутию за неверие в Бога. Да ладно так. Ага. За атеизм, в общем. Сильные. Ну, это было очень давно, даже я при каком царе я даже уже и не При царе скажу. Горохе. Ну, короче, в общем, да, где-то оттуда. Поэтому у меня и бабушка, и прабабушка все Местные. Да, родились в Якутске. Вот. Всю жизнь я здесь жила, здесь же, ну, школу, университет закончила. Да, а куда вы поступали? Я поступала, тогда еще назывался ЯГУ, Якутский государственный университет. Вот. А почему именно вот факультет, кстати, какой, филологический? Ну, вообще я читала, так, чтобы не соврать, мама мне рассказывала, что я очень рано научилась читать, что-то в районе 3 лет. Вот. Да? Как так?
там точно там то ли, ну что-то, в общем, как-то книги меня привлекали. Я всегда ее просила, почитай, почитай. Но маме не всегда было время на это. Там домашнее хозяйство, работа. Она у меня геолог-полевик по тем временам была. И, в общем, я как-то вот она со мной занималась, алфавит, вот, азбука, все вот это вот. И в итоге как-то я Так- сама так рано начала складывать слоги постепенно. В общем, читала я, что называется, запоем. Такой это книжный запой у меня. Все подряд, можно сказать. Ну, то есть, получается, если такая любовь к чтению, к литературе, то вопросов о том, куда пойти, учиться, уже не возникало или как? Ну, нет, я вообще не Были знала. муки выбора? Особых-то нет, конечно, если честно. Ага. Так, сейчас добавим зиру. Так. И вам перемешать, вот, наверное, вилочка нужна, да? Ага, да, вилочка, спасибо. А, вот ложечка есть, вилочка есть. Зира. А специально, да, в конце добавляется это так? Ну, нет, в принципе, я просто Ага. основное решила все-таки сделать заготовки заранее, чтобы долго не возиться, потому что пока Ну, мы накрутим. понятно, да, что Так, это соль, будет, перец там уже есть. Емкое блюдо, да, И много. вот еще чуть-чуть кавказской приправы, совсем чуть-чуть. Ну, там она не то чтобы специальная прям для долмы, но туда немножко можно посыпать. Кавказцы вот и Средняя Азия любят Можешь понюхать? уцхо. Уцхо. Уцхо сунели — это пажитник, М, хмели сунели. м. Там кое-что чуть-чуть можно добавить. Ну, много не буду, чтобы вкус не перебивать. Да, чуть-чуть. Ну да, и Так. так же ароматно, да? Ну да. Это какие-то перцы, скорее всего. Я помню, из Грузии привозил сванскую соль, это вообще Ой, да, что-то это с чем-то. очень вкусная. Да, Грузины вообще очень любят это ее везде кладут. приправы, в толк Ага. знают у них. Подозреваю, что их долголетие, помимо всего прочего, еще и в приправах Ну заключается да, тоже. потому что же они же страшные антиоксиданты, Мгм. противомикробные и все прочее. То есть это не просто так. Ну да, я Не думаю, просто вкусно, но и полезно, и работу свою выполняет. А почему все-таки выбор сделали? Больше любили читать? ну, у меня как-то больше, да, тяга все-таки к литературе. Мало того, я уже в детстве хотела как-то писать. Мне нравилось как-то вот сам процесс вот, творческий, так скажем. Ну, хотя в детстве это, Писание, конечно, да? было Мгм. несерьезно. Ну да. У меня даже были попытки написания каких-то, вот сейчас это называют фанфикшн, Мгм. фанфики. Фанфики, да, да. То есть ну, какой-то я как- фильм посмотрела, впечатлилась И и корот- начала по этому фильму, значит, либо продолжать, либо переиначивать свою историю. Короткое эссе, да? Что-то типа такого. вроде. Да-да-да. Потом ага. вела я какие-то вечные, бесконечные дневники. А, То есть у меня писательство как-то вот оно, эпистолярный жанр, как бы тогда. Ага. ну да, переписку обширную. Тогда же не было ни телефонов, ни Ну да, да, да. Письма писали. смартфонов. И у меня вот этих писем, помню, там прям такой пакет. Очень жалко было их, конечно, потом. Многие пришлось выбросить. Ну, Но пакет был здоровенный, полный, там со Мгм. всего Союза. Так, ну все, можно. так, фарш готов. Фарш готов, сейчас будем крутить. Листья. Мгм. Конечно, все делается вручную, на глаз. Есть какая-то каноническая специальная форма? Ой, ну вообще каждый по-своему закручивает. Ну, как и пельмени. Таким как конвертиком. Да, То да, есть, да. в принципе, не обязательно придерживаться какого-то канона. Ага. Ну, Вот вот, такая штука у нас получается. Так. Ну, укладывать. А пока вот так просто закладывается в кастрюлю? Да, сверху. А, Вот мой вариант готовки, которому меня научили, это заливаешь водой ага. и немножко как бы Ну, пока мясо приготовится и все. варишь, так скажем. Ну да. Ну да, она делается быстро, пока она у нас будет вариться, я сделаю фаршированные помидоры как раз. А еще и помидоры фаршируем. Мгм. Я помидоры вообще обожаю. Ой, я тоже, я очень помидорный такой человек, яичница с помидорами, это, наверное, О, да, мое да, да, да. самое любимое блюдо, которое я могу есть завтрак, каждый я сегодня день. на завтрак как раз такой и кушал. Вот, вот я тоже могу каждый день. Яйца и помидоры, это мое я все. прямо как помидоры, как в анекдоте. Я столько люблю помидоры, что их заправляю кетчупом, запиваю томатным соком. Вот, это. У меня тоже с детства. Вообще говорят, что помидоры очень полезны. Очень полезны, да, Ликопен пектин. там, Да. ну, он вроде как антиоксидант, от Да. рака там.
Ну и вообще вкусно. Ну просто в моем детстве не было помидоров, и, видимо, из-за это сказалось какое-то. Но я Точнее, их тоже, было мало. да, южные А у нас короткое помидоры. лето, ну, не всегда успевали помидоры вырасти, и еще и на ветках Ну, у нас же Да, только, по-моему, есть, поспеть, да. они покраснели на корню. На юге этого не понимают. В смысле, а где они еще? Говорят, где краснеть должны? Да, Ну, как мы еще где? в коробках В потом под кроватью. Да, 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 В да, да. коробках под кроватью ждешь месяц, Мгм. когда это, да, выбираешь среди тухлых. Итак, ладно, мы можем вообще не туда уйти. Ваша история. Итак, вы учитесь на филфаке, Мгм. заканчиваете, скорее всего. Заканчиваю, да. Да, благополучно, с красным Благополучно. Ну, дипломом. не, не с красным, Нет, конечно. ну ладно. нет. Ну хорошо. Но Закончили. нормально, И что? да. Что Вот. было дальше? Потом меня позвали в мой же университет работать. Было управление по тем временам по внеучебной работе. Это относилось к ректорату. И я работала там специалистом по связям с общественностью и Вау. работе со СМИ. Даже такое было. Было, ага. Ничего себе. Так. Вот тогда как раз это был 2006 год, Мгм. когда я туда пришла. Вот. Все тексты я писала там с спичрайтером даже, как бы я... Мгм. Спичрайтер это тот Ректору. человек, который пишет Ну, тексты речи, для тексты. Я выступлений. писала там тексты для выступлений ректору, проректору. Ну, в общем-то, все, сайт корпоративный, да, теперь так называется, сайт. На СМИ Мгм. постоянно выходили мы или они на нас. Что Мгм. приветственные, благодарственные. Короче, все, что Ну, то есть- касалось текстов в основном, все. Ну, иногда там была еще такая нагрузка, поскольку это УВУР, то мы со студентами работали, я там даже как-то мастер-класс вела по пиару, Мгм. было дело один раз. Ну, вот. Был очень у нас замечательный коллектив, я очень скучаю. Хм. Потом позже мы к этому еще придем. Я все равно вернулась потом в университет. Ну, в общем, потом я решила первый раз вот уехать. Мгм. Уехать туда, на юг, в Краснодарский край. А что побудило, скажем так? Ну, то есть это же довольно серьезное, Ну сложное, да, решение, это сложное решение, да. Это не решение- просто так, что я пошла, Мгм. правильно? Там не в соседний дом, не... Да. Не в соседнюю деревню, Ну, ладно еще. вообще, действительно, Мгм. да, с севера на юг. Это был, конечно, кардинальный такой. Ну, для меня не совсем кардинальный, потому что все-таки я туда ездила М. как с раннего детства, в общем-то. Набегами были. Нет, я там все лето проводила А. у бабушки с дедушкой, они к тому времени Ну, то есть туда вообще, переехали. то есть практически, получается, не уходили в неизвестность. Нет, да, Ну я да, уже да. знала, то есть я представление имела, куда я еду, что там меня ждет, в принципе. Ну, тогда я как-то особо, если честно, об этом не задумывалась. Вот захотелось, у меня климат стал тяжел для меня. То есть не зиму я очень люблю якутскую, но вот то, что мало кислорода, М. Воздух свежий, ну, как бы... мало кислорода, ну, отсутствие солнца, во-первых, у нас, как ни странно, в Якутии по наличию солнца у нас Калифорнию и Якутия опережает, Да, говорят. мы, У нас просто Якутск туман. один из самых солнечных городов в мире вообще считается. Да, то Да, у просто нас у нас туман, туман, да, из-за и короткий этого. солнечный день вообще. Ну да, И из-за этого кажется, что мы солнце не видим, а на самом деле нет, ни разу. У нас очень много солнца. много солнца, да, это Да. правда. Не все согласятся, но это факт. Итак, вы переехали и... Чуть. Вот. Я туда переехала, Мгм. пошла работать сначала в районную газету. Мгм. Ну, то есть, опять же, все равно по специальности. Да, в Якутске вот я вообще начинала, я работала, периодически писала как автор-внештатник, для нашего времени такая газета у нас. Газета, да, была. я помню. Но это так, скорее периодически, потому что основная работа у меня была в университете. Мгм. Ну, как бы такая проба пера. Как Можно. сейчас модно говорить, аутсорсинг был. Да, на аутсорсе. Да, на аутсорсинг был. Несколько статей я туда написала. Ага. Тоже такая, вот, как сказать, основы заложены были в меня. М. Редактор главный Роман Манзяк был. Такой тоже Да. очень, можно сказать, что мой первый учитель Мгм. в журналистике.
Вот. Потом я по переезду я уже пошла в районку. Но надо заметить, что у нас, конечно, пресса очень отличается. Якутская и вот южная, буду говорить. Так, принципиальные Там отличия какие? отличие принципиальное в том, что там очень много административной цензуры. Даже так. Я когда вот мама мне присылала Якутский вечерний, я приносила в редакцию, и они прям удивлялись. Это, говорит, у вас можно писать? Я говорю, ну как, закон о СМИ кто запретит? Да, Может, свобода они слова. прямо, да, они очень Мгм. удивлялись. И А у них как бы у них, вроде как в кавычках, но все равно у них что-то там административная вот эта цензура шаг налево, шаг направо, да? Как сейчас говорят. рассматривается как побег. Попытка, прыжок. попытка к бегству. Ага. Прыжок вверх, как попытка улететь. В общем, все это как-то. Вот, в общем, потом из районной газеты я ушла в ежедневную. Вот это была реальная школа, потому Да, что да, там да. некогда было ждать вдохновения, там надо все было. время рельс работа, да. Да, надо было Я постоянно я искать. представляю, что это такое себе, да. Ой, это да, это надо было постоянно искать инфоповоды, Мгм. постоянно писать, какое там вдохновение. Тут уже начинаешь работать уже как ремесленник, а не как творец, скажем, да, Мгм. все-таки. Потому что надо быстро-быстро, никто ждать не будет. Все время тайминги, дедлайны. Ну, так много Это слова, в как ты знаешь. постоянном цейтноте, потому что даже перед Да, сном ты временном. смотришь, думаешь, что заявить на планерке утром, что писать, кому позвонить, где взять комментарий. Вот это, да, мощная школа была, действительно. Дальше, но надо заметить, что все это время я ждала встречи с Якутском. Мгм. Как-то вот меня не отпускало, тянуло. Мгм. И я прожила Ну, там родина в итоге как? 5 лет. И все эти 5 лет я была уверена, что я вернусь. Я хотела вернуться. То есть как бы мысленно искали повода, Даже не повод, а момента как-то. какого-то. Ну да, Какого-то случая. Часто же так бывает. потому что я на самом деле человек такой не очень решительный, надо сказать. Хотя по биографии может показаться, что это не так. Вроде 2 переезда с севера на юг, это многие удивляются. Я бы, говорит, там мне девочки некоторые пишут, там я бы не смогла. Я говорю, на Мгм. самом деле мне это кажется, все это как-то было выстрадано. Мгм. В общем, в итоге я В вернулась итоге вернулись. обратно в Якутск. Ну вот, видите, как говорится, Бог располагает, а вы предполагаете, ну так и получилось. Ну тут скорее не Бог, скорее, наверное, я больше да, так я и про это и говорю, я сейчас располагалась, да. переиначил эту фразу с обратной стороны. Вот, и вернулась я в Якутск, пришла на работу в родной опять университет. На сей раз вот мой коллега по УВУР стал председателем студенческого профсоюза ППОС, А кто? Александр Владимирович Сусоев. Вот, Так. я к нему пришла на работу, стала руководителем пресс-службы студенческой. Ну, то же самое, в принципе, Тоже те же написание, функции те примерно. же функции, да? Ага. Примерно, да, те же функции. Вот. Очень у нас такой тоже был хороший коллектив. Ну, вот с коллективами мне всегда везло, надо сказать. Не знаю, вот это точно уже Бог располагает. Мне как-то всегда везло. Коллектив мне всегда попадался Замечательно. замечательный, ага. Никаких интриг там, ничего Ну, такого. может, вы сами такой человек. Ну, не Обычно знаю. Обычно же говорят, что подобное притягивает подобное. Ну, хотелось бы, чтобы мои коллеги, да, Тоже так же тоже думали про меня так. Да, Хотелось ну, бы, как конечно, бы очень. неконфликтный человек, там, да, уживается в коллективе, Ну, потому на что же самом часто деле, же, когда на работу конфликтовать принимают, я не люблю. про это же и спрашивают, да. Ну, вот. Может, значит, там вам так везет. Ну, будем надеяться, что это правда. Вот. И там поработала. Потом ушла пресс-секретарем в авиакомпанию «Полярные авиалинии». Мгм. Там я выпускала вот бортовой журнал. Так. Главным редактором была. Мгм. Ну, Уже, можно сказать, повышение. ну, наверное, да. И ну, как главный пресс-секретарем. редактор.
Да, ага. одновременно получилось. Ну, помимо этого я еще работала, все равно с прессой связи не теряла, то есть в перерывах между ну, такими или совмещала, или где-то в паузах работала в различных газетах, где внештатником, где выпускающим редактором. Мгм. Работала на интернет-портале Сахапресс, тоже было дело. Короче, в общем, как-то Ну, в у общем, меня... все время с написаниями текста. Да, тексты у меня всегда были. Мгм. Мне это нравится, как-то я вот это люблю. И в итоге после полярных авиалиний я ушла уже на вольные хлеба во фриланс. Фриланс. Сами по себе. Сама. Да, я Так. сама это приняла решение. И вот сейчас тогда расскажите, пожалуйста, и непосредственно, чем вы в основном сейчас занимаетесь. Гострайтер это что? Гострайтер. Ну, гострайтер я недавно, в принципе, Так. несколько лет. Это, ну, вообще это называется в народе литературный негр, скажем так. То есть я пишу книги. Это уже такое расхожее определение, да? Ну, это да, это старое определение, Ага. еще со времен Дюма, отца. Да. Потому что сейчас же ходят вот как бы такие дебаты, дискуссии на тему, сам он писал свои произведения, есть вариант, Особенно в свете нового закона о плагиате и все прочее, да? ну, сейчас уже, конечно, там вряд ли потомки будут что-то оспаривать его, Ну. или потомки тех, кто... Ну, там ходят просто такие версии, что за него писал даже не один человек, а несколько человек. Нанятых. То есть он давал Литературных. идею. Да-да-да. Так. Мгм. Ну, в общем, получается, что гострайтер это теперь как-то красивее все-таки звучит, чем литературный негр. Ага, Это человек, да, тем более, который что вроде как сейчас который не пишет- политкорректно. книги, но который остается за кадром, так скажем. Ага. Он получает за это гонорар. Так. Он, получается, нет, как выглядит работа? То есть получает человек задание, в первую очередь. То есть, допустим, на меня выходит какой-то человек, который Так. сам по каким-то причинам, скажем, сам занят очень. Мгм. Пока Итак, у нас да, у нас ставим вариться. уже долго. ставим. Ставим. Максимальный огонь я ставлю. Сколько воды нужно залить? Ну, чтобы Чтобы они чуть-чуть... плавали, да? Или Ну, как? не плавали, чтобы она вот чуть-чуть покрывала у нас. Ну не полностью. э, У нас кастрюля такая хозяйская. Да, у нас кастрюля прям очень хорошая. Мне нравятся такие порции. Так, мы ставим, И солью. солим. Ой, Ой-ой. извиняюсь. Так, солим. Так, Можно обратно в даже- сторону его надо крутить. Воды еще, наверное, можно и добавить. О, у вас получается Да, ну это вот просто быстрее. в другую сторону крутили просто. Все, хорошо? Так, да. И чуть-чуть зиры Да, добавим тоже для аромата. вкуса. Перец не надо, потом? Ну, перец, наверное... Я вообще хочу сейчас сделать соус, куда мы макают будем долму. макать. То есть у нас мы берем сметану в Ага. наших условиях. Мы берем... Ну, вообще можно кто что любит, конечно, добавлять. Но я обычно добавляю кинзу, тоже Так. мелко режу. Так, черенки мы уберем. Это для соуса, да? Да, это можно макать, можно сверху поливать. Кто как хочет. А размер специально вот такой маленький делает? Ну, в смысле, вот такой. Ну, потому что листья такие, да? Ну да. Ну, то бы на раз и все. Вообще листья тоже виноградные подходят туда не все. Их собирают весной, эти листья. Ну, как и для бани тоже. Ну да, то есть, чтобы Когда они они были только-только вот. молодые, нежные. Да, молодые, нежные, да, я к тому и вел, скорее всего. И специальным им образом как-то их заготавливают, да? Ну, Ну, как типа гербарий или что? вот, допустим, в принципе, их консервируют. Консервируют, некоторые делают с маринадом, заливают, и Даже. в банки и закатывают. Но я вот предпочитаю плотно их сворачивают вот такими, да, вот как пачечками Да-да-да. их сворачивают, плотно укладывают в банки, закатывают. Кто-то добавляет соль, кто-то не добавляет. Я вот разные мне попадаются. Мгм. Вот так, теперь мы добавим, значит, чеснок. 6 ног.
Это тоже соус, Это да? соус тоже для долмы. Хорошо, а возвращаясь к вашей работе, все-таки, да, давайте мы, подытоживая, гострайтер. Мгм. Есть человек, у которого есть идея, есть какой-то, ну, Материал, да, который у него в голове. да. Так. И он что делает? Нанимает, собственно, вас. Ну да, сейчас вообще это очень распространено, потому что Ага. пишут у нас очень многие. Ну, И эта профессия стала как бы востребованной в последние годы. мгм. Ну да, потому что Десятилетия, я бы самый даже главный ресурс сказала. время, а многих времени не хватает, ну или, может быть, не хватает лично своих способностей. Кто-то неграмотен, кто-то просто времени нету. Редактировать, да, изложение текста, да, каким-то Ну, образом. да, в общем, можно и так сказать. Ну, То есть есть чем поделиться. Ну, также можно заказать, в принципе, и художественную, конечно, книгу. даже? Да. А, Ну, мне не заказывали, пока я в основном вот пишу нон-фикшн. мгм, Какие-то такие пособия. мгм. Но вообще я знаю, что заказывают и художественные. То есть какие требования все-таки предъявляются, допустим, к вам? В первую очередь, грамотность, конечно. Ну, или нет? вообще, как ни странно, обычно... Ну или это само собой разумеется? Да, это скорее само собой разумеется. Ага. Там составляется договор, естественно, это коммерческая тайна, да, то есть я не могу говорить там ни название книги, ни фамилии заказчика, это коммерческая тайна, это в договоре указывается, Мгм. потому что, ну, как бы, я вот именно, что тут весь нюанс профессии в том, что я остаюсь за кадром, да. Мгм. Ну, вроде Ну, как вот, бы... ну, я получаю гонорар, собой, оговариваются сроки, там размер гонорара, ну, как обычный договор, да. Да-да-да. А кто определяет гонорар? Ну, вообще гонорар определяет, иногда я знаю, что могут предложить сами заказчики. То есть у нас вот есть это, и Объем мы вам работы, платим, вот да, столько мы вот. вам платим столько-то, и там уже мое Соглас- дело согласиться согласны мне ли вы? или, да, или не согласиться. Мгм. Вот. Но вообще, в принципе, существуют такие, как, скажем, расценки. Мгм. Устоявшиеся. Ну, у кого вообще тоже они разные по рынку, я вам не могу даже точно сказать. Мгм. Ну, потому что все-таки Ну, довольно специфичная эта да. работа. Не сказать, что прямо там, да, это же... То есть у каждого свои. Ага. Ну, наверное, еще зависит от опыта, ну, от наглости, опять же, да. Ну, Гострайтера. Да, мне кажется, опыт, репутация, да. Репутация, опыт, кейсы там какие-то, возможно, уже, да. Мгм. Ну, вот тоже кейсы особо афишировать. Так, теперь мы возьмемся за помидоры наши долма. Да, а долма уже кипит, да, я буду следить за ней, чтобы... Я А вот так думаю, надо делать, да? Ну, надо, наверное, немножко, я думаю, может, воды Добавить? подбавить. Потому как А, ну, смотрите сами. Вот вода есть еще. она обычно, когда варится, она не... Выкипает. Ну, она не переворачивается, она как бы варится. ну Но да, многие, да. кстати, варят, да, действительно ее на пару. Долму. Мгм. А, ну как, типа в мантоварке, да? Ну да, у каждого свои какие-то там семейные секреты. Так, теперь мы возьмемся за помидоры. Давайте. Отрезаем крышечку. Верхушечку. Она нам, в принципе, не понадобится. Вырезаем Сердцевину. сердцевину. Так, лучше. А вообще как, прибыльно быть гострайтером? Ох, ну, вообще, смотря сколько заказов человек может сразу взять. Ну, то есть одновременно можно же... несколько проектов войти, в принципе, да, можно. Вот. Ну, можно сказать, что прибыльно, в общем-то, Мгм. Есть же слово копирайтер. есть. Да. Я тоже он А, еще по и копирайт. совместительству. Ага. Копирайт это вот уже написание текстов, правильно? Да, это написание. Слоганы, тексты, рекламные, все прочее, например, да? Ну да, продающие тексты. Продающие тексты, да. Там для соцсетей Да, мы пишем. копирайт, да? Мгм. Ну, Короче- копирайт это вот, по-моему, вот типа авторские права и все прочее уже, да. Хорошо, ну вот вы пишете, а сами Ой, свое. вот тут я Вот вам тут скажу, момент. что я сапожник без сапог.
Да, Я как пишу. часто бывает. Собственно, и появилось такое расхожее. У да, меня правило. почему-то вот стоит какой-то, можно сказать, блок, что ли, на это. То есть я могу писать всем. Да. Мало того, мне заказывали девочки-приятельницы фанфик. Мгм. Он у меня получился такой, как небольшой роман с сюжетом таким, Так. как бы достаточно структурированным. Все прям довольны. Мне все родственники, в общем-то, говорят: Женя, пиши, пиши, что ты вот себе пиши, Да, когда еще, тем более, что у тебя получается. Я что-то вот у типа, меня на других поработала, теперь давай на себя, типа. там даже идеи мне подкидывают. Даже. Давай Потому вот что мне- это Потому что, напиши. мне кажется, самая главная идея У везде. тебя вот там, скажем, такой-то опыт ты напишешь, ну, может, что это вот зайдет, кто. То есть они мне дают весьма хорошие советы. Мгм. Так, племяшки, сказки. Я вот так Начала писать, там несколько сказок написала. Я прям, тут у меня есть сюжет, как бы и цикл продуманный, но сказки 3 я написала, и что-то у меня все. Ой, что-то я не туда положила. Ну, и потом у меня все это как-то застопорилось. В общем, пишу, ну, можно сказать, что То есть- я пишу в стол, из своего еще пока ничего не Ну, опубликовала. то есть вы всему свое время. Ну, Так- надеюсь, такой что я момент. все-таки Созреете. созрею. Так, теперь мы натрем немножко сыра Ага. для Что фарша. еще там будет? Там будет тоже чесночок, кинза. И чтобы это все как бы немножко воедино, так скажем, сложить, чтобы оно было единым, майонезом немножко совсем Мгм. майонеза добавим. Тоже такой колорит. У грузин есть такая закуска, я вот оттуда это взяла. На мясорубке Мгм. проворачивается сыр, кинза, ну, зелень, там туда, наверное, зайдет петрушка, ну, кто что любит, в общем-то. М. Чеснок, и это, в принципе, ее можно намазать на хлеб, там, Ну да. что-то такое. И я решила это объединить со своими любимыми помидорами. Вот у меня получилось такое. Так, вот у нас чесночок. Сейчас вот сюда. Чеснок подрезать, да? Ага. Ну, я обычно режу, да вилку не использую, потому что мне кажется, что мелко нарезанный, нарубленный чеснок, он как-то больше аромата, что ли, дает. Чем через давилку. Мгм. Ну да, всегда почему-то так считается. Поэтому я как-то везде и в борщи, и все. У меня еще такой вопрос. Вы как человек, который работал, ну, скажем так, по найму, на зарплату, а сейчас Мгм. вы фрилансерите на себя, какие-то изменения ощутили? Ну, кроме того, что вы управляете, скорее всего, свободным временем сами. Ну, фриланс, конечно, чем в первую очередь отличается, что у тебя нет фиксированного заработка стабильного. То есть ты, допустим, если Да. ты в найме, ты знаешь, что вот ты получил аванс, вот ты получишь зарплату. Стоит только прийти на работу. Ну да, и Да, не факт, там, в общем-то, у нас еще до сих пор работодатели как бы смотрят не на результат, а на что ты вот отсидел от звонка до звонка, Да-да-да, как с говорится, DVD в дошли. офисе. И Иногда так. это очень многие, поверьте, еще до сих пор как бы к этому так относятся как-то вот. Мгм. То есть смотришь не на результат, то можно в офис прийти, там сидеть, пить кофе, чаи гонять с коллегами для виду, Мгм. что-то там делать. Ну, это тоже зависит от специфики работы, да. Так, а можно тарелочку для помидор Да. сразу установим? Сюда положите. Давайте. Вот. Поэтому у фрилансера все, сколько ты заказов взял, сколько ты отработал, столько ты и получишь. То есть взял, нашел ты клиентов, не нашел, это тут стабильности, конечно, нет. Мгм. Потом у фрилансера есть еще такой риск выгореть, потому что Ну заработать хочется много. У тебя нет ни выходных, бывает такое. Ну, когда работы много, да. Ну да, ни выходных, ни отпусков. У меня, допустим, как такового отпуска у меня нет. Но мне работа позволяет ездить, передвигаться. Главное, чтобы был интернет. Мгм.
А так, чтобы вот взять отпуск Доступ, и, мгм. скажем, месяц, например, просто просидеть, у меня такого еще ни разу за мою фрилансерскую карьеру не было. Но, скажу честно, он особо и не нужен, потому что как-то не успеваешь вроде как и уставать. Тут самое главное баланс соблюдать труда и отдыха самому. Ну да, регулировать свое время. Ну, потому Мгм. что самое главное, мне кажется, вот это. Захотел сегодня отдых у меня, вот значит вот. Ну, тоже да, там как раз планируешь. Если, допустим, можно делать как-то все по чуть-чуть дозированно, то есть сегодня я вот работаю, завтра я работаю там, там, скажем, с утра, после обеда я занимаюсь чем-то другим, а можно взять и за один день все напрячься и написать, и потом еще там несколько дней отдыхать положим. А вообще большая конкуренция? Ну, вообще сейчас очень много копирайтеров, потому что очень много курсов. Сейчас у нас же модно вот эти все курсы онлайн-школы. И люди хотят тоже... Ну, вообще, на фриланс многие уходили, потому что его так позиционировали. Его как позиционировали? Вот я отдыхаю на Бали, вот у меня пальмы, у меня там Да, хочу на работать, коленях компьютер, а вот я и работаю. вот у меня тут коктейльчик, вот у меня тут пальмы, вот у меня море. Мгм. На самом деле это все не так, конечно. Ну, отчасти не так. Ну, это Или далеко не так. далеко не так, я А, бы даже даже так. сказала. Потому Так. что на самом деле, когда много заказов, тебе не до пальмы, тем более не до коктейлей. Да? Ну Ты просто да, работаешь. Иногда бывает, что из дому-то не выходишь, если Ага. только в магазин. Да, за широко. Ага, вот именно. Поэтому, так, а можно мне вилочку? Вилочку, пожалуйста. Спасибо. Перемешай, да? Так, это мы перемешаем. Поэтому никаких... Ну, она позволяет, смотря, опять же, как график вот сам себе составишь, мне она позволяет, вот, что мне дал фриланс, позволяет ездить. Ну, свободу тогда получается. Ну, свобода времени, передвижения, свобода да. времени, свобода передвижения. Да? Свобода передвижения, это да. Потому что я не привязана к конкретному времени. Так, добавляем майонез, чтобы чуть-чуть связать. То есть у меня, допустим, с заказчиками как? Надо вот там к такому-то написать, допустим, то-то, то-то, да? Мгм. И я Получили задание, ну действительно. Я да, сама время заказчику свое такая- распределяю. Да, какая разница, откуда вы пишете. Ну да. Ему Да, главное, чтобы было в нужный ему срок и Да. качество текста, то есть то, что он хочет. А откуда я там пишу, ему уже все равно. Ну да. А есть же понятие как литературный слог. Ну, допустим, тот или иной автор, ну, говорит, можно, даже не знаю, чье это произведение, по слогу примерно узнать, Ну, вот на него это похоже. Или как? Стиль, наверное, да? Стиль, да. Ну, вообще вот у меня есть Стиль сейчас один повествования. проект, и там очень важно подстроиться к стилю вот Там... того заказчика. А, Обычно как-то либо, ну это оговаривается заранее, там либо заказчик говорит, что мне нужно, чтобы вы вот мой стиль там, допустим, взяли, да? переняли или, Или если, похожее что-то да, там, если заказывает какая-то компания, то есть у нее уже есть какие-то стандарты, по которым они там, скажем, до меня вели, да, свои Ага, там ага. соцсети или сайт или что-то еще. Ну, как правило, есть всегда свои какие-то требования. Ну, то есть это тоже, когда в начале Да, работы, это- представления договора, на берегу уже договариваются. Да, это все на берегу. Ага. Договариваешься обычно. Возможно, будет какое-то тестовое задание, А, чтобы посмотреть, там получится к стилю подстроиться. типа Или... испытательный период, да? Ну, не испытательный период, там испытательный текст. Испытательный текст, да, Скорее да. так, наверное. Проверка боем. Мгм. Суть до дела, наша долма готова, мы уже ее вот так положили. Евгения, держите. Как надо кушать? Так, ну, будем брать прям Руками? руками, макаем в соус. Соус, наш соус. И приятного аппетита нам. Приятного аппетита. Класс. Здорово. Ну, мы помидорку тоже порежем. За кадром мы ее съедим.
Да, нам просто Да. напоминают, что наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Евгений, у нас такая добрая традиция в конце нашей передачи. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Так, ну, в первую очередь я желаю всем крепкого здоровья. Это самое главное, это основа. Благополучия и гармонии в душе. Евгений, еще раз вам большое спасибо. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была журналист и гострайтер Евгения Троскина. А я, Петр Цепандин, на этом, друзья, с вами прощаюсь. Будьте здоровы и кушайте, как мы говорим всегда, просто вкусно. Будьте здоровы.